Строительство Гагарской средней школы началось в середине прошлого года в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. Строительство началось с нуля. Старое здание школы вплоть до фундамента было демонтировано. Сейчас здесь уже полностью возведены два основных корпуса школы, спортивные и актовые залы. Все строения покрыты кровлей, установлены стеклопакеты. На 100% выполнено устройство ЖБ-каркасов на всех корпусах, А, Б, В, Г, 4 корпуса тут у нас. Ведется работы по устройству вентиляции, дымоустранений, а также устройству внутреннего водопровода, канализации и внутреннего электроснабжения. Сметная стоимость проекта с оснащением и мебелью составляет 377 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком является государственная компания «Апснарглара». О ходе строительных работ главе государства рассказал ее директор Тимур Ткибучава. Школа рассчитана на 700 учащихся и обещает стать самой большой и функциональной в стране. Здесь будет все необходимое для организации качественного учебного процесса. Строительные работы идут согласно графику, и при стабильном финансировании учебное заведение уже 1 сентября 2019 года примет учащихся. Лимита этого года мы уже практически освоили. Значит, он составлял 75 миллионов рублей на 2018 год, а в прошлом году мы освоили 140 миллионов с августа по декабрь. Ну, у нас все идет по плану, и если не будет проблем никаких с финансированием, то мы готовы в сроки этот объект сдать, то есть к учебному следующему году. В рамках рабочей поездки Рауль Хаджимба также побывал в санатории «Амра», который был отремонтирован за счет средств инвестиционной компании «Ахра». Некогда очень популярный у советских чиновников дом отдыха заиграл совершенно новыми красками. Здесь обновлено практически все. Правда, инвесторы сохранили исторический вид и фасада, и всех внутренних помещений. Также была отреставрирована некоторая мебель. Мы выросли здесь, наши предки здесь, наши братья. Конечно же, мы постарались и стараемся заработанные деньги вкладывать там, где мы родились, где наш народ живет. Нам это интересно, нам хочется. Мы очень благодарны за поддержку президента, за понимание. Спасибо огромное. Даже в это время года в санатории есть постояльцы, а на Новый год здесь забронированы все места. В отеле 150 номеров, рассчитанных на 300 человек. Что особенно радует, здесь создано свыше 100 рабочих мест, так как кроме комфортного отдыха санаторий предлагает своим посетителям все виды амбулаторной помощи и санаторно-курортного лечения. Всего 42 вида деятельности, включая бальнеотерапию, а именно грязелечение, водолечение, физиопроцедуры, гидромассаж. Здесь есть врач-эндокринолог, терапевт, кардиолог, лор-врач, которые в случае необходимости проконсультируют и назначат необходимые постояльцу процедуры. Затем президенту показали еще один объект в Гагре, который строит та же инвестиционная компания. Совсем скоро в самом центре города появится современный трехэтажный торговый центр. На первом этаже будут пекарни и кондитерские, на втором продукты питания, на третьем промтовары. Появление в стране инвесторов, наших соотечественников, особенно значимо и важно, отметил глава государства, подводя итоги поездки. Мы часто слышим о том, что к нам не идут инвесторы. Но, слава Богу, вы сегодня видели, что пришли к нам наши же граждане, которые работают в России, заработали денег и сегодня все свои возможности пытаются реализовать здесь, в Абхазии. Тот же объект, на котором мы с вами были, где практически созданы условия курортологии и отдыха людей, приезжающих к нам в Абхазию. Ну и не сомневаюсь в том, что в этом процессе должны быть задействованы и наши люди. Таких возможностей медицинских, по-моему, мало где. Мы должны все вместе, без заглядки на какие-либо политические, конъюнктурные вопросы, чтобы и телевидение, все средства массовой информации доносили бы до нашего населения, что у нас есть такие возможности, что наши люди готовы работать для того, чтобы реально развивать свое государство. Строительство и этого объекта, и других объектов, где мы с вами были, дадут дополнительные бюджетные возможности как для самой Гагры, так и для республики в целом. Такого рода инвесторы, такие люди должны поддерживаться государством, и мы будем это делать.
В завершение поездки Рауль Хаджимба побывал в районном отделении службы государственной безопасности Абхазии. Помещение, в котором располагалось Гагарское отделение СГБ, сгорело в прошлом году. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. До настоящего момента ремонт осуществлялся за счет финансовых средств самого ведомства. Правда, чтобы завершить все необходимые работы, их оказалось недостаточно. Глава государства пообещал помощь в этом вопросе.